Мы хотим вас кратко проинформировать о том, что произошло сейчас в стенах парламента. Нагло, цинично коалиция и альянс, это парламентское большинство, отказалась приглашать в парламент премьер-министра Лянка. Хотя в парламенте мы должны были обсуждать исполнение решения парламента правительством. И докладывать должен был именно премьер-министр Лянка, который сам на прошлой неделе заявил, что по требованию одной фракции он не придет. Но если парламент решит, то я обязан прийти и приду. И вот парламент решил по нашему требованию, и Лянка спрятался в кусты. Это говорит о том, что они боятся сегодняшних слушаний. Они уже тем самым признали свою вину. Они воры, бандиты, коррупционеры. И как говорил Глеб Жиглов, вор должен сидеть в тюрьме. И мы не остановимся сегодня только потому, что они хотят сорвать эти парламентские слушания. Мы вернемся в парламент и будем бороться до конца, до победного конца. Сегодня уже всем понятно, что банк украли. Сегодня всем уже понятно, что правительство во главе с Лянкой и этот альянс пытается максимально избежать открытых разговоров. Они сегодня проголосовали против прямой трансляции государственного телеканала «Молдова-1». То есть они хотят просто формально провести эти слушания, чтобы какие-то исполнители шестерки какую-то информацию докладывали. Ну а те ответственные, которые должны сегодня говорить, во главе с правительством, премьер-министром, отказались приходить, и парламент их прикрыл. Они отказались провести прямую трансляцию, чтобы никто не видел даже той дискуссии, которая сегодня будет в парламенте. Но мы тем самым не сдаемся. Это не означает, что мы опустим руки и остановимся. Нет, процесс уже пошел. И он закончится тем, что мы выгоним это правительство к чертовой матери и проведем досрочные парламентские выборы для того, чтобы новая власть, которая пользуется доверием большинства подавляющего граждан, выбрала новое правительство, новое большинство и направила Молдову по пути созидательного развития. Алечер, ной!